Пятигорске прошла встреча министра по национальной политике, сотрудников Совбеза, Минаца, Минобра с ингушскими студентами, проживающими в Пятигорске. И это не визит вежливости, а скорее вынужденная мера. Поводом стали неоднократные жалобы со стороны руководства вузов и местной администрации на выходцев из нашего региона. Тамерлан Хамхоев с места события. Еще до того, как начать официальную часть встречи, все собравшиеся в зале выразили единодушное мнение, что многое бы отдали, лишь бы не встречаться по таким поводам. А повод действительно неприятный. Многочисленные жалобы, поступающие в адрес руководства республики на ингушских студентов. Они касаются как поведения парней, так и внешнего вида девушек. Все это побудило руководящих лиц республики в спешном порядке выехать в Пятигорск. Есть злачные места в городе, которые надо обходить за 3-9 земель. Почему? Как у нас одна печально известная аптека есть на улице. Все вот улыбаются, некоторые знают, о чем я говорю. Откуда полиция ежедневно, вот так, частым гребешком, по 5-10 человек, все, кто там стоит, забирают. И потом начинают рассказывать, да мы стояли просто, курили, да мы ждали. Да ждите кого хотите, кто же против. Ну зачем вы стоите возле этого места и ждете? Если вы знаете прекрасно, какая репутация этой аптеки, что там продается эта лирика. В Пятигорске несколько крупных вузов, в которых учатся десятки наших земляков. Зачастую их семьи даже не догадываются, что ингушского студента давно исключили из университета. А он, несмотря на это, даже не думает возвращаться домой. Вопрос, чем они тогда в Пятигорске занимаются, если не учебой? Я хочу сказать, что за последнее время у нас было немало таких случаев, когда нам приходилось разбираться с вами и с помощью полиции. А вот руководитель ингушского Миннаца Улан Евлоев отметил, что ребята, учащиеся за пределами республики, несут общую ответственность за каждого из провинившихся земляков. И если твой знакомый прославил Ингушетию с плохой стороны, это в равной степени вина каждого, кто был рядом. У нас по графику был Ростов, потом Ставрополь, другие города. Но те вести, которые приходят с города Пятигорска, нехорошие вести, нас заставили проехать именно сюда. Конечно, это очень печально. Вот у меня, значит, здесь в руках есть график, список многих ребят, которые учатся в разных вузах города Пятигорска. Здесь есть отчисленные с вузов. Значит, мы также сделали запрос в отделы полиции города Пятигорска, чтобы нам представили списки именно кто попадал в отделы, именно кто употребляет лирику. Помимо поведения студентов на улицах и вузов, много говорили и о внешнем виде девушек. Для этого в Пятигорск специально приехал Магомед Харсиев, который пользуется большим авторитетом в разрешении вопросов религиозного характера. حقوق باخشن دیدنش برد بین میشن باخن حجو سودش که قاعد شو عضله حلقه بین میشن شيء ديالهم ضايع دين هذا مش بيها بين میشن ده حجو زين حجاب في خوش نقبات شو زي حجاب دوش خزر نخم بات شو دوش باز شو أبغى ما سيت دوش دوي كورت دوي قسم دوي يولق دوي ما سيت دوش تغلط مفليلش ده دعوه ده سكير ده. Но в итоге обсуждение подобных проблем сводится к одному выводу. Решить их можно только в тесном взаимодействии муниципальных властей, руководства вузов и республики. Мы приложим со своей стороны, конечно же, все силы для того, чтобы они отсюда уехали хорошими специалистами. Мы очень рады, что приехали представители республики к нам. Мы видим их обеспокоенность своими выходцами. И мы очень надеемся, что совместными усилиями вот в таком системном формате мы, конечно же, эту систему всю поломаем и добьемся результатов, чтобы ребята, прежде всего, были очень хорошими и достойными представителями ингушского народа. Ведь вы понимаете, что забота о старших и младших – это, в общем-то, главная наша задача. Мы должны сегодня поселить в ум каждого ребенка, что он гражданин нашей страны, и он должен работать на эту страну, на ее завтрашний день, что он должен заботиться о том, как завтра сложится экономика, политика, как сложится его семья, потому что, в конце концов, здесь от этого все зависит. Мы Кавказ, это традиции. И эти традиции должны свято сохраняться. Улан Евлоев отметил, что отныне будет жестко следить за каждым ингушским студентом, обучающимся за пределами республики. Он попросил пятигорские вузы предоставить ему списки всех отчисленных ребят, чтобы уже в Ингушетии встретиться с их родными. Мы запросили списки с отделов полиции, мы запросили списки с
вузов города Пятигорска, которые отчислены, которые не успевают в учебе, которые занимались нехорошими вещами, нарушением правопорядка. И после того, как мы получим эти списки, мы, конечно же, будем заниматься именно их родителями. Мы будем их и в Министерстве национальной политики, и в другие дома культуры Республики Ингушетия. Именно будем заниматься с их родителями, с их родственниками. По итогам встречи был сделан вывод. Все проблемы, вынесенные сегодня на обсуждение, должны быть оперативно решены. Этого можно достигнуть, наладив общение ингушских студентов, отличающихся примерным поведением, со своими провинившимися земляками. Ведь представители одного поколения лучше поймут друг друга. Брать пример со своих известных земляков, которые также учились за пределами республики и теперь работают на благо Ингушетии, вот мысль, которую пытались донести до ребят члены делегации. Министерство, ведомство, глава уделяет внимание именно молодежи. Комитет по делам молодежи 100%, можно сказать, вся молодежь работает. Министерство по внешним связям, молодежи 70-80% молодежи. Аппарат правительства, высший орган исполнительной власти, 70% молодежи там работает. Так что специалисты уже и халк, тхун, еще вежери мудью, что дичи, что царях. Но как бы то ни было, такие встречи будут продолжаться на регулярной основе. И завершая собрание, члены делегации выразили надежду, что в следующий раз соберутся здесь по более приятному поводу. Тамерлан Хамхоев, Магомед Дидигов, новости.